День за днем корреспонденты нашего телеканала следят за развитиями событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, мы расскажем о самых заметных новостях и событиях. В эфире программа «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. И вот о чем мы расскажем сегодня. Транспортная доступность, помощь системе здравоохранения и переселение из аварийного жилья. В Совете Федерации страны прошли дни Якутии. Какие еще изменения ждут республику в ближайшие 5 лет? То постановление, которое за основу принято Советом Федерации, оно включает в себя, в отличие от предыдущих таких постановлений, очень конкретные, очень понятные для нас объекты, в том числе объекты социальной инфраструктуры. Якутия может оставаться лидером IT-сектора на Дальнем Востоке. Республику с рабочим визитом посетил полпред Юрий Трутнев. Расскажем подробности визита. Мы договорились о том, что в течение 2 недель Министерство финансов, прежде всего, энергетики, ФАС и субъект сверят вместе для того, чтобы доложить нам конечный результат. Все-таки кто прав, кто виноват. В России растет число заболевших свиным гриппом. Якутия не исключение. Ежедневно к нам по статистике поступает 120-150 вызовов с признаками ОРВИ. Ходят дежурные врачи, берут ПЦР-мазки для дифференцировки с ковид. В Якутии подвели итоги шахматного конгресса. Наш корреспондент расскажет, как развивается этот вид спорта. С 12 по 14 декабря в Совете Федерации прошли дни Якутии. Представители республики приняли участие в работе комитетов, где рассмотрели вопросы развития транспортной и энергетической инфраструктуры региона. Помимо этого затронули и другие актуальные вопросы, в том числе строительство социальных и инфраструктурных объектов с софинансированием из федерального бюджета. Мероприятия в Москве традиционно стартовали с возложения цветов. В мемориальном комплексе «Коммунарка» открыли обновленный памятник якутянам, жертвам политических репрессий. В 30-е и 40-е годы прошлого столетия бывший спецобъект НКВД считался точкой невозврата. В «Коммунарке» покоятся якутские госдеятели – Максим Амосов, Семен Донской, Исидор Барахов и многие другие. Памятник якутянам, жертвам политических репрессий, появился в «Коммунарке» одним из первых. Его установили еще в 2002 году. В юбилейный год для республики памятник обновили. Заменили постамент, поменяли облицовку и брусчатку. Сегодня здесь находятся и депутаты, и студенты, и ученые, и служители храма, что говорит о том, что народ помнит имена наших лидеров, которые стали у основания государственности нашей республики, не только нашей республики. Максим Кириллович Амосов, основатель государственности нашей республики, Кыргызстане и Казахстане. Сегодня мы все возложили цветы в дань памяти нашим лидерам. Также возложили цветы к могиле неизвестного солдата в Александровском саду Московского Кремля. В церемонии приняли участие глава республики Айсен Николаев и замруководителя Департамента национальной политики и межрегиональной связи Москвы Иван Петров. Кроме того, память героев почтили представители правительства региона, депутаты Госсобрания Ултумен и Якутской городской думы. Это очень знаменательное такое, особенно в наше сегодня тяжелое время, во время того, что наша Россия все-таки тоже сегодня участвует в вопросах по защите своей Родины. Мне, конечно, очень почетно, что я принимаю участие в этом мероприятии. Это все-таки очень знаково и очень торжественно. Также Айсен Николаев провел рабочую встречу с председателем правления «Газпромбанка» Андреем Акимовым. Темой обсуждения стало строительство объектов с участием банка, в том числе с применением механизмов ГЧП и концессий, а также текущие инвестпроекты. При финансовой поддержке «Газпромбанка» в Якутске создают культурный кластер Госфилармонии и Арктического центра эпоса искусств, а также строят современную поликлинику по нацпроекту здравоохранения. Одной из тем встречи стало и предоставление специальных льготных кредитов жителям Якутии по программе социальной газификации частных домовладений. Транспортная доступность, переселение из аварийного фонда и помощь системы здравоохранения. Эти темы также обсуждались в Совете Федерации в рамках недели Якутия.
Подобные мероприятия в последний раз проходили в 2017 году и определили векторы развития региона на несколько лет вперед. Чего ждать от новой пятилетки, узнаем у Максима Кардозу. Все внимание к Якутии. Вам говорили, что очень красиво. Наш регион стал центральной темой во время пленарного заседания Совета Федерации в формате «Час субъекта». Сенаторы хорошо осведомлены, чем сегодня живет Республика Саха. Некоторые из парламентариев недавно ездили в Якутию и самостоятельно могли убедиться, что наш регион активно развивается, несмотря на непростую экономическую ситуацию. Все планы, которые запланированы, все реализуются. Республика уверенно занимает первое место на Дальнем Востоке и пятое место в России по добыче полезных ископаемых. Также в этом году ожидается общий рост промышленного производства на 12%. Якутия стала крупнейшим центром развития информационных технологий на Дальнем Востоке. Может быть, в том числе и потому, что сегодня в руководстве республики вот такая молодая команда правильно выбрано стратегическое направление руководства. Но, несмотря на успехи, Якутии необходимо решать другие важные вопросы. И руководству республики удалось найти поддержку в Совете Федерации для реализации многих проектов будущего. Среди них формирование новых транспортных коридоров на востоке страны. В них входит и обязательное строительство Ленского моста. В Верхней палате парламентарии одобрили и прокладку оптоволоконных линий в арктических районах, финансирование школ и детских садов, а также другие социально значимые инициативы. Мы очень надеемся, что после окончания строительства онкологического центра в 2023 году он будет введен. Мы ставим вопрос о начале строительства республиканской инфекционной больницы. Якутск один из крупнейших городов на севере страны, но своей специализированной инфекционной больницы он не имеет, как в целом и вся республика. Поэтому мы считаем, что должна быть такой объект построен. У нас большая работа проведена по подготовке, в том числе проектно-сметной документации. И мы надеемся, что начиная с 2024 года этот объект уже начнет финансироваться. Еще одна победа якутской команды – это одобрение третьего этапа переселения граждан из аварийного жилья. Не секрет, что в нашем регионе процентное соотношение ветхого жилфонда в 12 раз превышает общероссийское. И эта проблема активно решается в последние годы. Второй этап по переселению закончится досрочно на год раньше. Только за 2022 новоселами стали 22 тысячи якутян. И необходимо начинать подготовку к третьему этапу. Но на него нужны новые федеральные средства. Именно этот вопрос мы сегодня поставили на комитете о том, чтобы сенаторы поддержали инициативу Республики Саха-Якутия о выделении дополнительно 12,5 миллиардов рублей на переселение тех домов, которые были признаны уже после 1 января 2017 года. В эти дни в Совете Федерации открылась выставка, посвященная Якутии. Здесь можно познакомиться с большими инвестиционными проектами, например, строительство новой железной дороги до Тихого океана, или, например, узнать об истории образования Якутской АССР, а также купить себе что-то на память. Здравствуйте, что вы можете предложить, что связано с Якутией? Ну, например, вот такую прекрасную подвеску из чароита. Единственное месторождение этого камня находится в Якутии. Отличный вариант. Сегодня всем уже понятно, что разворот на восток – это будущее всей страны. И те проекты, которые станут локомотивом для Якутии, крайне важны и для России. Максим Кардозу, Виктор Олесов, Джура Березкин. День за днем. Москва. Ну а в столицу республики на этой неделе прибыл полпред президента в ДФО Юрий Трутнев. В рамках рабочего визита вице-премьер посетил креативный кластер «Квартал труда». Провел совещание по сохранению механизмов выравнивания тарифов на Дальнем Востоке и арктической зоне. По итогам последнего полпред поручил провести анализ дополнительных расходов бюджетов субъектов Дальневосточного федерального округа от изменения механизма выравнивания тарифов. При этом предоставить доклад в правительство России с предложением по их компенсации за счет бюджетной системы Российской Федерации. Сейчас мы проверяем, как происходит компенсация вот этих вот средств, скажем, дополнительных расходов бюджетной сферы Якутии. Мы договорились о том, что в течение 2 недель Министерство финансов, прежде всего, энергетики, ФАС и субъект сверят вместе для того, чтобы доложить нам конечный результат. Все-таки кто прав, кто виноват.
Ну а в следующем году в Якутии откроют учебно-тренировочный комплекс военно-патриотического воспитания подготовки снайперов. Объект обсудили полпред президента ДФО Юрий Трутнев и глава республики Айсен Николаев. Как отметил Трутнев, учебно-тренировочный комплекс, создаваемый в Якутии, может стать одним из элементов общей системной военно-патриотической подготовки. Реализация проекта уже началась. Айсен Николаев обратился к Юрию Трутневу с просьбой привлечь для обучения инструкторов, у которых есть опыт стрельбы во время боевых действий на дальние и сверхдальние расстояния. Якутия славилась снайперами, героями Советского Союза в годы Великой Отечественной войны. Мы ими гордимся, ими гордится вся Якутия. Я уверен в том, что создание здесь современного комплекса для высокоточной стрельбы сможет помочь нам готовить бойцов высокого класса, сможет помочь нам защищать Родину. Поэтому мы с Айсеном Сергеевичем вместе этот проект обсудили, мы его будем поддерживать и постараемся здесь создать такой центр подготовки, который поможет ребятам решать стоящие перед страной задачи. В Якутске прошел Дальневосточный форум промышленности геологоразведка сквозь столетия, посвященный юбилею республики. В течение 2 дней представители промышленных и научных кругов России в рамках форума обсудили вопросы отечественной экономики, импортозамещения, развития промышленности, геологоразведки и внедрения новых технологий в производство, а также подготовку кадров. Центральным событием стало подписание соглашений Якутии с новыми партнерами. Напомню, что по итогам 9 месяцев этого года индекс промышленного производства республики составил 112,7%. Это один из лучших показателей во всей стране. Мы должны на предстоящих сессиях, которые у нас будут происходить и 15-16 декабря, обозначить перспективы развития геологоразведки как основы промышленности республики, которая вносит более 50% в валовый региональный продукт, так и фундамента экономики нашей промышленности. Мы должны обозначить проблемы, которые есть на сегодня, и пути их преодоления. Договор о сотрудничестве между Российским геологоразведочным университетом и Северо-Восточным федеральным университетом подписали в минувшую пятницу. Документ позволит упрочить отношения по обмену образовательными программами, научно-исследовательской работы и обмены студентов. Ближайшим совместным проектом учебных заведений станет обмен группами при проведении полевой практики, в рамках которого студенты из Якутии будут работать на полигонах Московского университета, а их коллеги из столичного вуза займутся изысканием полезных ископаемых в условиях Севера. Я рад, что сегодня состоялась такая встреча и подписали соглашение о сотрудничестве. Это очень важно для нас, потому что на самом деле минеральная сырьевая база она в основном базируется на Востоке, да, и в Дальнем Востоке, и в Сибири. И наши выпускники – это потенциальные сотрудники компаний, которые работают именно здесь. И мы сейчас достаточно большую работу проводим по адаптации программ подготовки по требованиям компании. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели». Мы продолжаем. Инвалиды боевых действий будут получать бесплатное социальное обслуживание. Инициатива коснется в том числе и участников специальной военной операции, инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также жителей блокадного Ленинграда и осажденного Севастополя, лиц, работающих на объектах противовоздушной обороны. Соответствующий законопроект приняла Госдума в минувший четверг. Кроме того, решение имеет и важное значение для комплексного обеспечения социальной защиты сотрудников, участвующих в специальной военной операции по защите Донбасса и ставших инвалидами вследствие боевых ранений, контузии, увечья или заболевания, полученных при выполнении задач. Отмечу, что внесение предполагаемых изменений повысит эффективность реализации уже предусмотренных федеральным законодательством мер поддержки отдельных категорий. Закон вступит в силу с 1 января следующего года. Президент России Владимир Путин ознакомился с работой Объединенного штаба родов войск, участвующих в спецоперации на территории Украины. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, президент провел в штабе всю пятницу. Глава государства изучил его работу, заслушал доклад о ходе спецоперации, а также провел совещание и отдельные встречи с главнокомандующими. Владимир Путин в ходе посещения штаба спецоперации заслушал предложения военачальников о планах ближайших и среднесрочных действий. Период участия граждан в специальной военной операции будет засчитываться в их страховом стаже в двойном размере. Такое постановление подписал председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин. Сообщается об этом на официальном сайте правительства страны.
Решение распространяется на граждан, призванных на военную службу по мобилизации, а также контрактников и добровольцев. Период участия таких граждан в специальной военной операции будет учитываться в их страховом стаже как день за два. Такой же расчет будет применяться и при назначении досрочной пенсии, например, для тех, кто до участия в СВО работал на Крайнем Севере или трудился на вредных производствах. Их специальный стаж, дающий право на досрочное получение пенсии, прерываться не будет. Россия выплатила свыше 12 миллиардов рублей в качестве материальной помощи беженцам, прибывшим с территории Донбасса, Запорожской и Херсонской областей. Выплаты составляют 10 тысяч рублей на человека и выдаются по заявлению, которые подают вынужденные переселенцы. Всего, по последним данным, из данных регионов прибыло почти 5 миллионов человек. До 2024 года Якутия намерена ежегодно вкладывать порядка 600 миллионов рублей на восстановление города Кировское. Общий объем поддержки за 3 года составит около 1 миллиарда 800 миллионов рублей. Об этом в интервью Федерал Пресс сообщил глава региона Айсан Николаев. Он отметил, что благодаря усилиям специалистов из Якутии в Кировском полностью реконструирована школа номер 2. Проведена работа по асфальтированию улиц, а также налажено городское освещение. Якутия построит малые IT-центры в Донецкой Народной Республике. Реализация проекта стартует в следующем году с города Кировская. Об этом глава республики Айсан Николаев сообщил в эфире телеканала «Россия-24». При этом глава ДНР Денис Пушилин попросил помочь региону в развитии IT-сферы. Так как мы уже взяли шефство над городом Кировское, у нас возникла идея создания небольших IT-центров в разных населенных пунктах республики. В Якутии таких центров уже несколько десятков. В них люди могут пройти обучение, получить определенную профессию и специализацию, а также после удаленно работать в IT-компаниях, сказал глава Якутии. Он отметил, что проект находится на стадии разработки. Республика продолжает активно оказывать помощь членам семей участников специальной военной операции, одним из которых является газификация жилого дома в размере до 150 тысяч рублей без учета доходов обратившихся. Эти средства можно направить на приобретение оборудования внутри жилого дома, а также оплатить услуги по подключению дома к газификации. Всего по республике данной помощью уже воспользовались более 10 семей. Также стоит отметить, что в список мер поддержки входит санаторно-курортное лечение как для родителей участников СВО, как за пределами республики, так и на его территории. Максимальный размер поддержки до 60 тысяч рублей, продолжительность лечения составляет 14 дней. Если такое лечение получает родители военнослужащего за пределами, то через органы социальной защиты могут быть возмещены расходы на санаторно-курортное лечение. А если родители военнослужащего предпочитает получить такое санаторно-курортное лечение уже у нас в пределах республики, то через органы социальной защиты можно получить средства на приобретение такой путевки. Тем временем якутяне, участники специальной военной операции, проходят восстановление в Республиканско-социально-оздоровительном центре комплексной реабилитации инвалидов. На данный момент услугу уже получили более 30 военнослужащих. Что входит в программу реабилитации, в материале нашего корреспондента. Начиная с июня текущего года в социально-оздоровительном центре комплексную реабилитацию прошло более 30 военнослужащих. Каждому пациенту прописывается индивидуальная программа оздоровления. Все мероприятия направлены на восстановление и поддержание утраченных функций организма, проведение адаптации к новым условиям жизни. Пребывание в центре длится от 10 до 18 дней, зависит от тяжести последствий. Контузии, ранения, сочетанные травмы, дезадаптация нервной системы. У пациентов приходят, которые возвращаются с условий боевых действий, у них расстройство поведения, нарушение сна, стресс, депрессия в результате длительного воздействия психотравмирующего фактора боевых действий. Под ежедневным присмотром врача-реабилитолога демобилизованные граждане проходят физиотерапевтические процедуры, занятия лечебной физкультурой, массаж, занятия с психологом и логопедом. Кроме этого, осмотр и лечение предоставляют узкие специалисты. При поступлении и выписке комиссия тщательно фиксирует и анализирует динамику состояния. У нас проводится оценка по специальным шкалам и баллам до поступления, то есть в момент поступления и при выписке.
Мы оцениваем по этим шкалам и баллам, а также оцениваем при осмотре, при опросе пациента. И у всех наблюдалась положительная динамика в виде уменьшения уровня стресса, уменьшения тревоги, улучшения переносимости физических нагрузок, а также улучшения общего самочувствия по основному заболеванию. В рамках проекта также предусмотрена поддержка семей демобилизованных граждан. Это психологические, медицинские консультации, онлайн-занятия для детей с логопедом и нейропсихологом. Помимо этого, реабилитационный центр предоставляет возможность обрести специальность и трудоустроиться своим пациентам из числа участников спецоперации. Все мероприятия в рамках проекта проводятся бесплатно. Совместно с техникумом-интернатом мы заключили соглашение, и дальнейшее трудоустройство и обучение будет проходить через них. Это тоже подведомственное учреждение Министерства труда. Там у нас обучаются по специальностям, например, как обувщик, компьютерная грамотность. В следующем году Министерство труда и социального развития планирует добавить в социально-оздоровительный центр и еще 20 дополнительных койко-мест. Для того, чтобы стать участником реабилитационной программы, можно обратиться в местное управление социальной защиты населения или позвонить по номеру горячей линии 122. Марфирина Алексеева, Джулустан Иннокентьев, Якутск. 250 студентов, детей участников специальной военной операции, пользуются мерами поддержки, установленными указом главы Якутии Айсена Николаева о мерах поддержки семей военнослужащих. Об этом сообщила министр образования и науки республики Ирина Любимова. При этом размер повышенной стипендии составляет 5607 рублей. Также на сегодня заключено 102 договора о целевом обучении в приоритетном порядке, сообщила министр. Напомню, заявление на меры поддержки можно подать через офисы МФЦ или в электронном виде через портал госуслуг Якутия. Министерство образования и науки сегодня реализует основные меры для наших студентов. Это, во-первых, приоритетное заключение договоров на целевое обучение в высших и средних профессиональных образовательных организациях. И, во-вторых, это установление повышенной стипендии тоже студентам высших и средних профессиональных образовательных организациях. Заявления подаются через МФЦ Республики Саха-Якутия, и согласно порядку определения размера и условий выплаты специальной стипендии и положения о целевом обучении мы реализуем эти меры поддержки. В Центре отдыха и оздоровления детей «Сосновый Бор» продолжается новогодняя тематическая смена для детей и семей участников специальной военной операции. Смена продлится 10 дней, и она уже приняла 120 детей из разных районов республики. Что ожидает детей в течение смены, узнавала Галина Чекурова. Одним из участников смены стал Андрей, который принял приглашение лагеря и проводит предновогодние дни в центре «Сосновый Бор». Андрей отметил, что при заезде у него была возможность покататься на собачьей упряжке по территории организации. У меня эмоции, на 100%, все было круто, все прекрасно, все нравится. Друзья все отличные. Заехал, все хорошо было. Конечно, заехал сначала был один, но потом уже приехали все остальные. Смена вдохновлена сказкой «12 месяцев». Путешествуя по ее страницам, дети попадут в мир волшебства и новогодних приключений. Для этого разработана специальная культурная программа. Ребята успеют активно отдохнуть, оздоровиться и провести время с пользой. Мы готовились давно к этой смене, и у нас подготовлена для детей поистине волшебная и обширная программа, которая, конечно же, связана с новогодним волшебством. Ребята в течение каждого дня будут выполнять задания с педагогами, например, изготовление новогодней открытки, конкурс на лучший символ 2023 года. И за каждое выполненное задание они получают подснежники, которые в конце смены на закрытии вручат директору. По данным Министерства образования и науки республики, на текущий момент оказано более 2000 мер поддержки детей участников специальной военной операции. Стоит отметить, что накануне глава Якутии подписал указ, в котором срок оказания мер поддержки детей продлен на весь период проведения специальной военной операции. Галина Чекурова, Павел Пахомов, Якутск. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели». Мы продолжаем. Президент России Владимир Путин поручил расширить доступ к семейной ипотеке на те семьи, где минимум 2 детей не достигли возраста 18 лет.
Программа дает возможность взять кредит на ипотеку в новостройке, строительство частного дома и приобретение земельного участка, а также рефинансировать имеющуюся ипотеку на жилье в первичном рынке. Саму ипотеку при этом можно оформить до 1 июля 2024 года. Размер пособия для беременных в будущем году будет увеличен и составит от половины до 1 прожиточного минимума трудоспособного населения в регионе. Заявил об этом президент России Владимир Путин. Пособие будет назначаться по одному заявлению от родителей или беременной женщины, причем сразу на всех детей в семье. Путин отметил, что оформление и получение пособия должно быть максимально понятным, простым и удобным для граждан. Ну и, конечно, оно должно служить реальной поддержкой для семьи. А в столице республики подвели итоги работы пенсионного входа в минувшем году. Как отметили в Пенфонде, в этом году все обязательства выполнены в полном объеме. Произведена индексация страховых пенсий. С 1 мая началась реализация указа президента, благодаря которому семьям с детьми с низкими доходами установили ежемесячные пособия в размере от 50 до 100% от суммы прожиточного минимума. Напомню, что в следующем году будет образован новый социальный фонд путем объединения пенсионного фонда и фонда социального страхования. Главная цель – это обеспечение единого клиентского обслуживания. Будут снижены административные издержки, трудозатраты пенсионеров для получения социальных услуг. Все социальные и государственные услуги будут оказываться в единой точке приема населения. В новом году почтовые отделения начнут доставлять пенсии уже с 3 января. Об этом сообщил министр труда и соцзащиты России Антон Котяков. Он также рассказал, что и первые единые выплаты семьям с детьми и беременным женщинам, нуждающимся в поддержке, поступят получателям также в январе. Правительство утвердило тестирование на грипп в больницах и поликлиниках по программе обязательного медицинского страхования. При наличии показаний исследования на грипп и ОРВИ могут проводиться одновременно с ПЦР-тестом на коронавирус. Тестирование позволит оперативно выявлять у пациентов тип инфекции и назначать необходимое лечение. При гриппе необходима одна схема, при ковиде – другая. Напомню, в Якутии порог заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями превышен в 3 раза. Только на прошлой неделе заболели свыше 20 тысяч человек. Как сообщает Роспотребнадзор, в регионе преимущественно циркулируют вирусы гриппозной этиологии, при этом доминирует вирус гриппа H1N1. Эпидобстановка по свиному гриппу в России становится хуже изо дня в день. По словам экспертов, в 37 регионов страны, в том числе и в Якутии, показатели наиболее высокие. О том, чем отличаются симптомы вируса H1N1 и, главное, как обезопасить себя от него, расскажет Галина Чекурова. По словам экспертов, количество заболевших ОРВИ и свиным гриппом в республике составляет более 20 тысяч человек, среди которых более 50 составляет взрослое население. На сегодняшний день эпидемический подъем заболеваемости респираторными инфекциями вызван преимущественно свиным гриппом. Эпидемические пороги превышены во всех возрастных группах, где наибольший рост, там и наибольшее превышение – это школьники и взрослое население. Отличить свиной грипп от обычного затруднительно, но специалисты отмечают, что симптомы заболевания острее, чем у обычного вида гриппа, а также может наблюдаться острая диарея и рвота. Ежедневно к нам по статистике поступает 120-150 вызовов с признаками ОРВИ. Ходят дежурные врачи, берут ПЦР-мазки для дифференцировки с ковид вирусной инфекцией. Также назначаются лекарственные средства врачами. Также у нас в медцентре города Якутска работает прививочный кабинет. Там делают прививку от гриппа. У нас есть в наличии совигрипп, вводится внутримышечно 1 раз в год. В связи с ростом заболевания в школах было принято решение частично закрыть учреждения на карантин. Так, на дистанционном обучении находятся ученики с 1 по 8 и 10 классы. Ученики, которым необходимо сдать экзамен, посещают школу очно. Полностью закрытых школ у нас на карантин нет, потому что у нас на карантинные мероприятия школу закрывает, если в классе у нас заболеваемость превышает допустимый 20% порог. На сегодня у нас возросла, конечно, динамика заболеваемости по ОРВИ. Так, например, у нас кроме города Якутска отмечены повышение заболеваемости ОРВИ в Вилюйской группе районов и в Мегино-Кангаласском районе.
Представлены все структуры, ну, в зависимости от того, как у нас будет в дальнейшем складываться эпидситуация. То есть будем смотреть в пятницу, каким итогом у нас, чем мы завершаем неделю, и там уже принимать решение, продлевать или не продлевать. Для того, чтобы избежать болезни, врачи рекомендуют соблюдать масочный режим, принимать противовирусные таблетки, а также чаще дезинфицировать руки. Галина Чекурова, Джулстан Накентьев, Григорий Хлопков, Якутск. В рамках межрегиональной научно-практической конференции врачи-травматологи Республиканской больницы номер 2 провели мастер-классы операций на перелом голени, а также на сосудах нижних конечностей. Подробнее о инновационных методах оперирования в следующем материале. Будет спасать нижние конечности, пациенты дальше будут полноценно ходить. Отделение сосудистой хирургии, операционный стол, пациент и врачи. Чтобы избежать ампутации нижних конечностей, местные врачи провели одну из сложных операций. Пациент 78 лет вынужден был обратиться за экстренной медицинской помощью, так как даже обычная ходьба удавалась ему с трудом. По словам врачей, если пациент обратился к ним через 4 месяца, то ему бы уже пришлось ампутировать конечности. Саму операцию проводят с помощью нового аппарата эндоваскулярным методом. Это значит, в сосуд через прокол вводят очень тонкий катетер. Он сразу же разрушает бляшки в артерии и выводит их наружу. Это аппарат, ну, как бы он идет в вакуум, отсасывает оттуда сразу. Старые бляшки от сосуда будут открываться. Приобретение аппарата снижает уровень ампутации и летального исхода. В Якутии достаточно высокая заболеваемость атеросклерозом. Болезнь характеризуется образованием бляшек на стенках артерий. По мере их увеличения сужается внутренний просвет сосудов, что приводит к нарушению кровообращения органов и тканей. И как итог нарушения функций пораженной области с развитием отмирания клеток. Признаки болезни проявляются острой болью в икроножных мышцах. Также помимо операции на сосуды, на базе республиканской больницы был проведен мастер-класс на инновационный метод остеосинтез. Основным преимуществом проведения остеосинтеза, то есть метода хирургического лечения переломов, является обеспечение всех необходимых условий для восстановления целостности кости. Суть метода заключается в фиксации перелома при помощи имплантов, введенных внутрь костно-мозгового канала. Для показательной операции был подобран пациент с оскольчатым переломом большеберцовой кости. Для того, чтобы поставить осколки в правильное анатомическое положение, врач-травматолог делает небольшие разрезы. Именно они открывают доступ к костям. Закрытая реконструкция перелома большеберцовой кости с помощью костодержателя ОГИ. Сдвижение и положение кости врач наблюдает через рентген-аппарат. Именно он позволяет проводить операции закрытым методом. Раньше подобные травмы оперировали иначе. На кость накладывались пластины или устанавливался аппарат Елизарова. При этом все операции проводились со вскрытием. Реабилитационный период протекал более полугода, и во избежание смещения пациенту запрещалась операция на ногу. Теперь же пациенту рекомендованы физические нагрузки. Это внутренний аппарат, внутрикостный аппарат, и его можно нагружать со следующего дня после операции. При удачной операции больные начинают ходить уже со 2-3 дня операции с помощью костылей, потом уже привыкают и бросают уже. И такая операция дает возможность человеку сразу подняться, быть активным, вести полуактивное образ жизни. Да. Данная методика выгодна как медучреждению, так и пациенту, так как стационарное лечение оканчивается гораздо раньше, чем прежде. Пациенту не требуются частые дезинфицирующие перевязки. Гораздо удобнее. И дома быстрее буду, и ездить туда-сюда. Так бы здесь очень много времени лежал бы с этим Елизаровым. Мастер-класс проводился с целью использования методики и в районных больницах республики. Вопрос обеспечения больниц необходимой медицинской техникой – это актуальнейший вопрос травматологов Якутии. Марферина Алексеева, Семен Семенов, Павел Пахомов. Якутия день за днем. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой рекламы. Оставайтесь с нами. В эфире «Итоги недели». Мы продолжаем. В
течение 2 дней в селе Иенгра проводят праздничные мероприятия, посвященные юбилею школы. Образовательному учреждению исполняется 95 лет. Это первая венкийская школа и стартовая площадка для возрождения венкийского языка и национальной культуры. Продолжит Ирина Жданова. Кунакат Эвидерен. Пана Орокотчеран, Миша Маутладер, Сеня Беркакетчеран, Лутак Кайткатчеран. Кроме образовательной функции, главная задача этой школы – сохранить язык и этническую культуру эвенкийского народа. Ученики не только учатся говорить, но и учатся писать и читать на родном языке. Дылачайчулан, Нярни Хуларгалан, Тамнакса Угериулан, Нямакаган Олан. В школе обучается 140 учащихся. Интернат рассчитан на 30 человек. Здесь круглогодично проживают дети оленеводов и охотников, которые уезжают в стойбище. Педагогический состав – 26 сотрудников. И в основном это бывшие ученики школы. У нас, в принципе, очень сплоченный коллектив. Хороший такой преподавательский состав. Дети у нас очень умные, очень добрые, вы, наверное, заметили. Мы очень много участвуем в этих международных олимпиадах именно по языку. Выезжаем в Благовещенскую Амурскую область, да? Каждый год, причем выезжаем, это осенью. Привозим очень много грамот почетных, победителей, дипломы победителей. В рамках юбилейных мероприятий в школе прошли открытые уроки, конференции и мастер-классы по изготовлению эвенкийской утвари и национальных оберегов. Основные правила, наверное, играет цветовая гамма. Обязательно цветовая гамма. И как бы по традиции венки использовали оберег в виде солнца. А еще лапка Гагары у нас. Кабинеты школы оснащены необходимым современным оборудованием. Здесь же с недавних пор расположен музей, где проводятся уроки культуры малочисленных народов Севера. Сейчас это учреждение считается главным центром сохранения и развития этнической культуры и становления национального самосознания уникального коренного народа Южной Якутии. Ирина Жданова, Захар Головин, Нерюнгри. В предпоследний день уходящего года исполнится 100 лет со дня образования Союза Советских Социалистических Республик. У алданцев, перешагнувших 30-летний рубеж, появилась возможность вновь окунуться в атмосферу детства, юности и молодости. На выставке, посвященной вековому юбилею «Страны Советов». К истории прикоснулась и Татьяна Махнина. Вновь погрузиться в атмосферу детства и юности, окунуться в молодость и вспомнить зрелость могут представители старших поколений. Атмосферу прошлых лет воссоздает выставка «Мой адрес Советский Союз», открывшаяся на базе вновь образованного некоммерческого объединения по сохранению историко-культурного наследия социализма. Мы все из того детства, из того прошлого, из той счастливой, необыкновенно интересной, замечательной жизни в период Советского Союза. Выставка «Мой адрес Советский Союз» включает две составляющие – игрушки и книги, школьные тетрадки и табеля успеваемости, а также гардероб. В части зала, преобразованной в детскую, есть все, что нужно было дошколятам и школьникам. Бесценными сегодня являются подборки литературы и подшивки газет. Советский Союз был самой читающей страной. Библиотека имелась в каждом доме. Активно читали граждане и прессу. Конечно, выставка очень хорошая. Я окунулся в те годы, в которых я жил. Ну, здесь все напоминает мне об этом. Экспонаты для выставки, посвященной столетию образования Советского Союза, Татьяна Ефимова собирала в течение нескольких лет. Каждый предмет с историей. Многие вещи для выставки безвозмездно передали жители района. Часть сокровищ была в прямом смысле погребена на чердаках, на дачах, в заброшенных домах и в разрушенных сараях. Началось с того, что у нас на даче от родителей дом остался, и получается у них там очень много старых вещей. Вот в этом году, допустим, я очень пополнила свою коллекцию тем, что вот на Гагарина дом 13-15 ломали сараи, и я, находясь в отпуске целую неделю там рядом с ребятами, которые ломали эти сараи, я буквально с утра до вечера там выкапывала, выискивала, вскрывали коробки. Вот очень книг 20 по Ленину я нашла только вот конкретно вот здесь, Ленин, на Гагарина, да.
Выставка будет работать до начала 2023 года. С духом детства и юности старших поколений смогут ознакомиться юные алданцы. Кроме того, «Мой адрес Советский Союз» по замыслу автора открывает цикл экспозиций. Позднее жители района смогут ознакомиться с достижениями технического прогресса и бытом советской семьи. Музей очень хороший, прекрасные экспонаты. Надо приходить, читать населению, и все. Страны Советов нет уже более 30 лет, а предметы старины по-прежнему хранят тепло безвозвратно ушедшей поры, воссоздавая колорит тех лет. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Алдан. Третий шахматный конгресс в честь 85-летия первого президента республики Михаила Николаева завершил свою работу в Якутске. В этом году основной его целью стало внедрение шахмат в образовательную систему республики, а также развитие шахматного спорта. Более подробно об итогах в материале Кристины Якуповой. Программа нынешнего республиканского конгресса в этом году была довольно насыщена. Организаторы постарались провести его продуктивно. Чтобы актуализировать проблему шахматного образования в Якутии, были проведены мероприятия с участием педагогов, воспитателей и тренеров, такие как семинар-практикум, шахматная сессия, курсы повышения квалификации и, конечно же, конференция на тему «Шахматное образование, перспективы и развитие». Я думаю, вот тот опыт, который мы на сегодня имеем в республике, он очень уникальный. 4700 детей у нас занимается шахматами. Это на уровне начальной школы и на уровне дошкольного образования. Шахматы конкретно развивают и создают зону ближайшего развития для творческой одаренности наших обучающихся. Отличие данного шахматного конгресса отличается в том, что мы уже выходим на межведомственное взаимодействие. Сегодня развитие шахматного образования получает свое новое дыхание и поддержку. На итоговой конференции, которая прошла 14 декабря в Малой академии наук, выступил сам Михаил Ефимович Николаев. Он отметил, что развивать шахматное образование необходимо с учетом запросов времени, так как сравнивать то, что было 20 лет тому назад, и то, что сейчас, нету смысла. Шахматисты – индивидуальные люди. Они чемпионы района, страны, мира. Это штучные люди, но все же надо действовать более сплоченно. Надо направить все усилия для сплочения и создать какую-то структуру, чтобы будущее поколение было намного грамотнее, и Россия именно через них поднимется. Президент Федерации шахмат Республики Владимир Егоров в рамках Конгресса провел работу с педагогами, воспитателями и тренерами, где каждый из них действительно отмечал то, что было подмечено Михаилом Ефимовичем. И чтобы все эти пожелания вошли в работу, надо объединить все силы и работать сообща. В результативной части у нас много пунктов, которые относятся именно к Институту развития образования и повышения квалификации, к Северо-Восточному федеральному университету, Министерству образования и науки. Да? Это все пункты, которые относятся и к подготовке педагогов, и использованию шахмат для развития детей в системе образования, шахматы как пропедевтика математического образования. Поэтому я считаю, очень результативно на самом деле пошел конгресс. Еще одним ключевым мероприятием конгресса стала работа гроссмейстерской школы, где на протяжении всего конгресса участники, а это сильные дети по шахматам из Якутии, Бурятии и Сахалина, учились у международных гроссмейстеров Антона Шамоева и Данилы Павлова. По итогам обучения каждый из ребят был отмечен благодарственными письмами и ценными призами. Ребята показывают результаты, которых, я, честно говоря, не ожидал. Да. То есть даже сегодня неожиданно несколько человек набрали 100% очков, что в решении задач очень сложно сделать. То есть даже на чемпионатах мира таких случаев всего 2 было. Те возможности, которые есть в регионе, то есть в Якутии, их достаточно более чем, чтобы стать лидером в стране, и в мире, соответственно. В заключение организаторы сообщили, что работа Конгресса этого года прошла очень плодотворно, и каждый его участник действительно был заинтересован. И они надеются, что все вопросы, которые были актуализированы за дни работы шахматного Конгресса, будут действительно решены и поддержаны. Ведь, как отметили гости, у Якутии есть все шансы вырастить в самое ближайшее время своего мастера, ну а далее уже своего первого международного гроссмейстера. Главное на сегодня только поддержка и понимание. Кристина Якупова, Дмитрий Тымыров, Джилстан Иннокентьев, Илья Сыромятников, Якутск. Трус не играет в хоккей. Эту строчку из знаменитой песни знают все. И действительно, хоккей – спорт не для слабых духов. В Ленском районе сильных духом ребят с каждым годом становится все больше и больше. О том, как развивается этот вид спорта, расскажет наш корреспондент.
На улице минус 30. На крытом хоккейном корте немногим выше, но юным хоккеистам жарко. Щеки ребят горят, и ним покрыта защитная сетка шлема, снежной пыли от скорости катания летит из-под лезвия коньков. Спортсмены увлеченно выполняют задание тренера. В этот момент он уже готовит для них новое. Пару упражнений на катание, потом пару эстафет мы делаем для развития. Ну и потом играем нашу профессиональную игру хоккей, шайбу. С прошлого года занятия у ребят ведет новый тренер. Молодой человек сам недавно только был здесь учеником, довольно перспективным. Участвовал в соревнованиях различных уровней, был лучшим в команде. На него тренеры возлагали большие надежды. Так и получилось. Афанасий Башков теперь уже прочно связал свою жизнь с хоккеем. Второй год уже работаю тренером. Вариантов больше не было в Ленске. Мне предложили пройти курсы тренер-преподаватель. Ну, устроиться на полставки, как бы. Сохранил ленский хоккей. Сегодня молодой человек ведет тренировки у старшей группы хоккеистов, которые занимаются более 5 лет. У ребят 8-летнего возраста, и в этом году он набрал самых маленьких мальчишек в 4 лет. Мне больше тут нравится, что мы играем, занимаемся. А самое трудное тут это, что всякие тяжелые упражнения на время. Катаются на льду ребята через день по несколько часов. В другие дни у хоккеистов проходят сухие тренировки. В это время они бегают, прыгают, играют в футбол, ну и, конечно, выполняют силовые упражнения. Качают пресс, тягают железо. Сегодня команда готовится к соревнованиям, которые в апреле пройдут в городе Якутск. Крытый хоккейный корт работает в Ленске всего несколько месяцев, пока на дворе зима. Все остальное время ребята вынуждены заниматься лишь сухими тренировками, что очень усложняет процесс обучения. Навыки теряются. Успевают пользоваться временным льдом и мужчины, любители хоккея. Они пару лет назад образовывали команду «Северный легион», участвовали в соревнованиях различных уровней и побеждали. Но сегодня команда распалась. Ее бывшие участники вечерами теперь просто играют для себя, получая от этого занятия огромное удовольствие. Да, хотелось бы и с тренерами заниматься, с профессиональными. До этого у нас были 2 тренера, мы с ними занимались серьезно. И чему-то вот у них и научились, кстати. А сейчас так уже играют, просто сами для себя, на энтузиазме и все. Занимаются хоккеем 25 мужчин. Тренируются они ежедневно. Несмотря на то, что у них нет сегодня тренера, они сами готовятся к предстоящим соревнованиям. Каждый год участвуем, в город Мирный ездим на соревнования, потом здесь районные турниры проходят в поселке Пеледуй, на Кубок Головы ездим каждый год. И новогодний турнир, вот опять в этом году будем проводить новогодний турнир, будем играть, приглашаем команды из Мирного, из Пеледуя, ну, Чернышевский, если получится, приедет. Занимаются хоккеем 25 мужчин. Тренируются они ежедневно. Несмотря на то, что сегодня у них нет тренера, они сами готовятся к предстоящим соревнованиям. За последние 2 года в связи с отсутствием квалифицированных тренеров произошел большой отток ребят из секции хоккея, что очень огорчает. Хотелось бы в первую очередь обратиться к молодежи и к любителям хоккея, пускай приходят. Мы всем их рады видеть, чем можем, поможем, формой, обмундированием, вот, чтобы побольше привлекалась молодежи к этому виду спорта, потому что надо жить хоккеем. Это очень интересная, увлекательная игра, и надо развивать этот вид спорта в Ленске, потому что можно участвовать и в республиканских турнирах. Это очень интересно, захватывающе. С кем бы из хоккеистов мы не разговаривали во время нашей съемки, в конце беседы все приходили к одному пожеланию – круглогодичному корту, который уже много лет обещают построить в Ленске, но все так и остается на уровне разговоров. А ведь с его строительством могло бы много измениться. Чтобы мы могли быть с такими командами, как Удачный, Мирный, в равных условиях, по тренировкам и на соревнованиях выступать на уровне. Ну а пока в Ленском районе нет ни круглогодичного корта, ни профессиональных тренеров, хоккей так и будет оставаться на любительском уровне. Светлана Болеева, Александр Ильчук, Ленск. Стартовал республиканский турнир по якутской национальной стрельбе из традиционного лука. Соревнования включают как личное, так и командное первенство. Какие новшества ожидают участников, расскажет Валерия Наумова.
соревновательную программу турнира вошли командное и личное первенство. Команда должна состоять из 5 человек по одному в каждой возрастной категории. Это мужчина, мужчина-ветеран, женщина-ветеран и глава района или заместитель главы. Как раз участие глав или их заместителей в данных соревнованиях и стало нововведением этого турнира и является обязательным условием. Чтобы популяризовать вот этот наш вид стрельбы из традиционного лука, а именно на слегах, на местах, чтобы работа вела, в районах, в улусах. И на самом деле вот те прошлые игры показали, что это очень эффективно. Очень многие администрации начали поддерживать. Они узнали об этом виде спорта. И сейчас в таких улусах очень хорошо развивается стрельба из традиционного лука. В соревнованиях принимает участие около 80 спортсменов из более 8 районов республики. Также состоится абсолютное первенство среди мужчин и женщин на дистанциях 40 и 30 метров. А для руководителей отдельно проведут абсолютное первенство в упражнении «Эссех Тоймада». Главы должны инициировать, брать свою инициативу и в дальнейшем развивать этот вид спорта. Ну вот, например, вот в нашем наследии мы по тюльбам решили купить луки всем, пару штук начнем, а потом в следующем году, думаю, будет результат. Родители поддержат. Упражнения, которые выполняются, являются якутскими национальными. Это значит, что больше нигде в мире не используются. Именно поэтому не совсем правильно по итогам данного мероприятия отбирать спортсменов на дальнейшие всероссийские соревнования по стрельбе. Но, как правило, лучшие спортсмены претендуют на участие в республиканском отборе, где смогут побороться за право представить республику. После этих соревнований у нас на следующей неделе по стрельбе из традиционного лука пройдет чемпионат республики, где мы будем отбирать как раз таки на чемпионат и Кубок России, который будет проходить в январе в Орле, в городе Орле. Глядя на данные соревнования и вспоминая Робин Гуда, кажется, что в этом сложного? Натянул тетиву, запустил стрелу и пожалуйста. Но так ли это на самом деле? Все сложнее, чем кажется. Без специальной подготовки запустить стрелу и, конечно же, попасть по мишени не получится. В целом, стрельба из лука – это отличная среда для формирования навыка установки и достижения цели, поскольку лук учит сосредоточенности на результате. Валерия Наумова, Григорий Хлопков, Якутск. Такой запомнится минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Вы смотрели программу «Якутия. День за днем». В студии для вас работал Петр Васильев. Я с вами прощаюсь. Всего доброго и до новых встреч.